Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Продолжается спецоперация на территории Украины. В нашей программе своим мнением о значении спецоперации для России и мира делятся самые разные люди – общественные деятели и граждане различных профессий. Сегодня у нас в гостях Сергей Соболев, председатель регионального отделения ДОСААФ России по республике. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы прокомментируете ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Украины? Ну, комментарии неоднозначные идут, но в основном, скажем так, что мы очень своевременно зашли. Верховный главнокомандующий наш Владимир Владимирович принял правильное решение и своевременное решение. Если бы мы начали затягивать, уже есть, и в информации прошло, и в ООН донесено, что, во-первых, это заводы бактериологического оружия, во-вторых, это готовилась контроперация украинская. Кроме того, накачка мозгов именно самих украинцев была настолько сильная, это в течение 30 лет длилась большая пропаганда. То есть и вот эта спецоперация, у нее две основных цели. Это денацификация, в первую очередь я ее вынесу, и во второе демилитаризация именно страны. То есть, в принципе, вот основной упор надо делать на денацификацию. Вот вчера день был 19 апреля, это день памяти жертв нацизма, именно вот в Великой Отечественной войны. То есть то же самое сейчас, да и уже по этой войне, по этой спецоперации идет то, что над пленными, над нашими издеваются. То есть это мозги уже у людей повернуты до того, что россиянин — это не человек, это враг, это все. То есть поэтому очень своевременное, очень правильное решение и очень правильные действия нашей армии. В связи с этим, что бы вы хотели пожелать жителям нашего региона? Наш регион, в принципе, далек от данного региона, от Украины. Но, тем не менее, у многих, наверное, есть и родственники, есть и знакомые, есть и одноклассники, все воспитанные в Советском Союзе, то есть страна перемешана, в принципе. То есть не унывать, поддерживать наши вооруженные силы, поддерживать наши силовые структуры, они там тоже участвуют. И посильно оказывать помощь непосредственно населению Украины. Это в плане продуктов, в плане питания, потому что боевые действия не оставляют после себя цветущие деревья, скажем так, поля, ромашки. Это все выжжено, это все равно где-то что-то, хотя и точное оружие у нас работает, прилетает и направо, и налево. Скажите, вот одно из важных направлений деятельности именно вашей общественной организации – это работа с молодежью по воспитанию патриотизма. Как значение патриотизма приобрело в связи с началом спецоперации? Бурный пошел рост, появилась гордость за страну. Вот мы работаем еще с допризывной молодежью, мы готовим военных водителей, это по госзаказу Министерства обороны. И ребята уже прямо изъявляют желание идти в защиту рубежей, в защиту Родины, в участие в спецоперации, то есть хотят. Но пока туда двигаются только контрактники, им это все объясняем, то есть тут такое есть. Но могу сказать, что чуть-чуть патриотизм у нас упущен. Вот у нас упущено с развалом Советского Союза данному мероприятию, уделяется внимание, но считаю, что недостаточно мощно. Недостаточно. То есть тут, будем стараться, на то мы такая организация, нам, в принципе, 95 лет в этом году, поэтому мы на своем правильных рельсах идем вперед. А вот скажите, движение ГТО также известное, как оно развивается в нашей республике? Движение ГТО двигается, у нас, есть точки приема. В сентябре мы на базе ДОСААФа у себя на Бестужево-Марлинского планируется к открытию точка приема экзаменов ГТО. То есть есть некоторые предприятия, госслужащие, допустим, все вооруженные, все силовые структуры, есть доплаты за значки, есть дополнительные баллы при поступлении в институт. Военное училище, если у тебя там золотой значок ГТО, тебе добавляются какие-то баллы. То есть это тоже сейчас планомерно начинается подниматься. То есть, надо, опять же, работать с населением, доводить информацию, что, ребята, держи себя в хорошей физической форме, у тебя будут соответствующие плюсы. Не только к здоровью, но еще и к твоей карьере.
Разумеется. Благодарю вас, Сергей Владимирович, за содержательную беседу. Как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.